Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Вчера во время стрима мне был задан вопрос, кто такой Владимир Осечкин. Сегодня, 19 апреля 2023 года, я решил немного подробнее ответить на этот вопрос. Итак, операция «Осечка». Товарищ Владимир Осечкин, российский мошенник, который ранее был обвинен в разводе заключенных на деньги и сейчас под видом правозащитника проживает во Франции. Предположительно имеет связи с российскими спецслужбами. Его связь с ними может быть подтверждена тем, что его организация «ГУЛАГу нет» имела доступ к конфиденциальным данным из российских тюремных учреждений, которые были нежелательны для администрации. Это было бы невозможно в так называемой Российской Федерации для независимого лица. Кроме того, Осечкин участвовал в акциях в поддержку оккупации Крыма и части Донбасса в 2014-2015 годах, что также может указывать на его связь с российскими спецслужбами. Несколько дней назад товарищ Осечкин прорекламировал свое разоблачительное видео, которое касалось убийства украинского ребенка на YouTube-канале другого подозреваемого в связях с ФСБ россиянина Марка Фейгина, которого очень усиленно раскручивал украинский кто-то Арестович. Чтобы привлечь внимание к данной теме, затем он выложил обещанное видео на своем канале, где был показан нетрезвый мужчина, который утверждал, что он бывший боевик из ФСБшной банды «Вагнер» и что он совершил убийство украинского ребенка. Эта новость была прокомментирована некоторыми украинскими чиновниками и журналистами, что придало ей большую значимость и серьезность. После выхода разоблачительного видео главарь ФСБшной банды «Вагнер» Евгений Пригожин начал публично угрожать Осечкину. Важно отметить, что ранее головореза Пригожина убили ударом кувалды по голове экс-члена своей банды Евгения Нужина, который добровольно перешел на сторону Украины и которого украинская сторона в итоге обменяла или продала обратно русским. Кроме того, в прошлом русские садисты в Сирии отрезали голову живому человеку, а затем расчленили и сожгли его тело. Несмотря на то, что эти случаи стали общедоступными в интернете, это нисколько не смущало Пригожина и его людоедов, которые стали использовать кувалду как символ своей доблести и чести. Несколько лет назад произошла похожая ситуация с угрозами в адрес своих агентов в Европе, когда российский чиновник Магомед Даудов раскручивал агента российских спецслужб Абдурахманова. В то время Даудов объявил кровную месть Абдурахманову. И это произошло в тот самый момент, когда у стукача должен был состояться суд высшей инстанции для получения политического убежища в Польше. Важно отметить, что Даудов, как и Пригожин, обвиняется во многих убийствах. Даудов – убийство граждан Чеченской Республики Ичкерия. Но никогда ранее он не предупреждал публично о своем намерении кого-то убить. Сегодня убийца детей или ребенка снова связался с Осечкиным и сообщил, что он и его сын получили угрозы убийства от людей, связанных с Евгением Пригожиным. Он также упомянул, что он переехал и сменил адрес, но все же вышел на видеосвязь с Осечкиным. Несмотря на это, Осечкин не проявил беспокойства по этому поводу. Учитывая, что Вагнер является государственной ФСБшной бандой, способной легко определить местоположение любого человека в так называемой Российской Федерации, можно предположить, что это инсценировка. Все перечисленные выше факты могут указывать на операцию по внедрению Осечкина в западное общество, которое может быть направлено на получение им статуса политического беженца для последующей антизападной и антиукраинской деятельности. В свете таких событий необходимо сохранить бдительность и осторожность в отношении активных российских публичных персонажей, а также проверить всех лиц, принявших участие в информационном освещении данной спецоперации. Неиссякаемые криминальные возможности ФСБ КГБ СССР, бездонно их вероломство, безгранична их подлость и жестокость. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, Германия, 19 апреля 2023 года.